Программа кредитования семей с невысоким доходом для приобретения жилья. То есть Жилстройсбербанк предлагает программу для многодетных семей, для неполных семей и для семей, имеющих ребенка с ограниченными возможностями. Программа называется «Бахыттуу отбасы», то есть многодетные мамы, многодетные семьи, имеющие 4 и более детей, воспитывающих детей до 23 лет, также неполные семьи, имеющих несовершеннолетних детей, также семьи, имеющие ребенка с ограниченными возможностями, могут подать заявку на получение ипотечного жилья, то есть под 2% годовых, с первоначальным взносом 10%. Обязательным условием является необходимо данной семье быть в очереди в департаменте, стоять на очереди в департаменте жилья города Алматы и открыть счет в Жилстройсбербанке. Смотрите, мне пишут многие жители других городов или же Алматинской области. Они могут претендовать на эту программу? Данная программа рассчитана исключительно только для многодетных, неполных семей с невысоким доходом, прописанных в городе Алматы, в городе Нур-Султане, и также в Шымкенте, Актау, а также в Атырау. Да, получается, а прописка у нас сколько лет должна быть? Прописка обязательно 3 года. 3 года, да? Адресная социальная помощь – это помощь, которая назначается малоимущим, малообеспеченным семьям, чей средний душевой доход не превышает, получается, 70% прожиточного минимума. То есть общий доход семьи, он делится к семье, кто проживает и прописан по тому адресу. То есть обязательным условием получения адреса социальной помощи является прописка и проживание в одном адресе, по одному месту. Допустим, если там прописан тетя, дядя, студенты, которые приехали. Если прописаны в данной квартире или в данном доме более 10 человек и не являются между собой родственниками, то учитывается их полностью доход. А если они не родственники? Если они не родственниками, являются не родственники, то тогда они могут также получить. Единственное, что они должны подтвердить, что они не родственники. Да, не родственники. То есть те участники, кто подает на АСП, адрес социальной помощи, они должны между собой подтвердить, что они являются родственниками, муж, женой, детей, то есть свидетельство о браке, либо свидетельство о рождении детей. Вот. А в списке указать в заявлении, что отдельные граждане, которые проживают с ними, родственники, не родственники, имеется в виду, троюродные, допустим, либо знакомые проживают. Адрес социальной помощи, она назначается всем, то есть всем гражданам, чей доход не превышает 70%. Это сколько 70%? Многие не понимают. Не превышает 70% прожиточного минимума. По 22 тысячи 0,88. А с апреля сумма была меньше 21 тысяча тенге, то есть каждый квартал сумма меняется на увеличение. Люди, которые безработные, они могут рассчитывать на АСП? Да, они могут рассчитывать на АСП, то есть для назначения адреса социальной помощи необходимо им обратиться с заявлением в отдел занятости, в отдел социального благосостояния, районный отдел, вот, либо в акимат, если находится в отдаленных районах области. Рассчитывать могут, если их доход, если данный гражданин не работает, ему необходимо встать на учет трудоустройства, то есть необходимо. Либо, если он работает, либо получает пенсию, либо какие-либо пособия, он должен предоставить подтверждающие документы о получении данного пособия. Эти пособия тоже учитываются при получении АСП. Малоимущие многодетные мамы могут
получить единовременное пособие, также обратившись в районный отдел социального благосостояния. Если их, то есть также там суммируется доход, представляются справки, требующие, подтверждающие доход, состав количества прописанных. Обязательным условием везде в получении СП единовременного пособия, то есть прописка мамы и детей, количество семей, кто прописан, по одному адресу. То есть должен человек, они должны проживать и прописаны в одном и том же адресе. Также многодетные мамы могут получить единовременную помощь в размере 30 тысяч тенге на приобретение продуктов питания в сети торговых центров, в сети супермаркетов. То есть также могут обратиться в районный отдел социального обеспечения. Вот, и заявление, если у многодетной семьи более 6 и более детей, они могут получить сертификат на приобретение одежды. Это только многодетные мамы могут получить этот сертификат на продукты? Да. А вот малоимущие? Малоимущие нет, к сожалению, нет, да. Также многодетные мамы могут получить помощь, как льгот по оплате коммунальных услуг. По оплате коммунальных услуг они могут получить помощь. Также это, то есть... Вот матери-одиночки, неполные семьи не могут? Нет, к сожалению, нет, да. Они не могут, только многодетным мамам по решению уполномоченного органа они могут получить коммунальный, это в виде льгот. Также многодетные мамы, у них как есть преимущество получения льгот, то есть в детских садах, то есть в очереди. То есть если они стоят на очереди в детском саду, у них есть преимущественное право получить быстрее место. А также если с одной семьи в данный детский сад ходят 2 детей, пошел второй ребенок, то второй ребенок может бесплатно посещать данное учреждение. Для этого необходимо маме обратиться с заявлением в детское учреждение дошкольное, детский сад или в ясли сад. Заявление предоставить необходимые документы, подтверждающие многодетность, свидетельство о рождении ребенка, детей. Это многодетные малоимущие семьи или же есть же у нас многодетные, которые живут хорошо, зарабатывают хорошо. Их тоже касается вот этого? Их тоже касается, да. Тоже касается, да, коммунальные услуги? Коммунальные услуги, да, то есть они должны... Вот очереди на детский сад, всех мам касается, да, независимо, которые... да, независимо от дохода семьи, они могут обратиться в отдел социального благосостояния, в районный отдел по месту жительства, вот, и заявлением. Необходимо всегда обращаться с заявлением, то есть в любой орган, куда они идут с письменным заявлением, то есть не устно, не голословно идти, желательно, нежелательно, как бы настоятельно рекомендуем, советуем мамам обращаться именно с письменным заявлением. Так что письменное заявление, обратный номер, который... Да, то есть была, чтобы обратная связь, был ответ официальный, то есть мама, если обращается официально в данная организация уже официально ей отвечает. Многодетные семьи, также семьи с невысоким доходом могут получить помощь, то есть они могут в обеспечении в школах, то есть в школах получить помощь в виде школьной формы, питания бесплатного. То есть для этого необходимо также собрать пакет документов, обратиться к социальному педагогу в школе и получить данную помощь, получать. То есть это не единовременно, это постоянная помощь.